М. Крамваю люди нормально поставить. Всем привет! Начинаю сегодняшний прямой эфир чуть пораньше. В Якутии у нас 16 часов. Так, по московскому времени получается 10 часов. Угу. По запросу моей гости сегодня у меня эфир пораньше. Так, ждем гостей. Ждем зрителей. Так, Татьяна, привет. Привет, как меня слышно, видно, нормально? Угу. Всем привет. Так, начинаю. Тем, кто меня не знает, меня зовут Туяра Жиркова. Живу в Якутии, в Усалданском районе, в деревне по названию Бейдинга. Мама 4 детей, педагог по образованию. Ну, работаю, да, тоже в школе. Педагогом работаю. Слышно меня хорошо, да? Так, спасибо, Татьяна. Так как карантин, сидим дома, и у меня каждый день, ну, я себе дала слово, что я буду каждый день выходить в эфир по роду своей деятельности. Деятельность у меня, ну, сейчас в приоритете это обучение в Академии «Успех вместе». Это такой интернет-портал, интернет-пространство, платформа, робот, как, ну, используем для продвижения нашего бизнеса. Бизнес-компания BSB Epic, это американская компания, который находится в штате Юта, работает на 180 стран мира. Ага, вижу. Всем привет. Работает на 180 стран мира, и у нас есть возможность, вот сидя в кухоньке, да, продвигать свой интернет-бизнес в сфере здоровья. Так, мы продвигаем вот такие продукты классные. Это продукты правильного питания, не лекарства, не БАД. И по всей планете люди получают очень, ну, ошеломительные, можно сказать, результаты по здоровью. И сегодня у меня в гостях город Улан-Удэ. Очень красивая женщина. Подключаю, Вероника. Так. Так. Всем привет, привет. Семёныч, вижу. Семёныч, Эфира я почти Людмилу вижу. Так. Ой, почему Матуева? Ой, не то нажала, извините меня. Так, Рябова Вероника. Ожидаем. Ой, привет, Яра. Привет, привет, привет. Привет, привет всем. Я вас познакомила, ставила. Да, да, Угу. спасибо. Спасибо большое, Яра. Привет всем, привет, подписчики. Как нас видно, слышно? Напишите, поставьте плюсики, если все хорошо. Меня слышно, Яра, хорошо? Да, слышно хорошо, но видно как-то вот, немножко Так, тормозит, что ли. да, у меня тоже немножко притормаживаешь ты. Может быть, Я это тоже, связь? да. Да, да, связь может быть такая, конечно. Угу. Я уже, да, я уже послушала, что ты представила наши продукты, да, Угу. великолепные продукты. Я принимаю уже 1,5 года продукты компании BeEpic. Это Elevate, Accelerate. И сегодня буквально я про тебя пост
писала, да, что ты тоже сидела на всяких разных диетах, чтобы похудеть. Я вот прямо читаю, да, и себя вспоминаю. Я тоже сидела на гречке с кефиром. Конечно, поначалу в студенчестве еще как бы были результаты, причем, ну, скинула я тоже, помню, тогда очень хорошо на гречке с кефиром, но чего это только вот стоило, да, это же, я потом гречку, наверное, лет 5 не ела, потому что реально, когда сидишь на гречке, худеешь, да, там же только гречка, гречка, гречка. И, дорогие наши слушатели, я вам хочу сказать, что сейчас, в эпоху новых технологий, больше не надо сидеть на гречке, чтобы похудеть. Посмотрите на нас с Туярой, какие мы красотки стали. Если вы посмотрите наши фотографии после, я вот скинула 14 килограмм лишнего веса, и причем у меня не было целью именно, чтобы похудеть, да, когда я начала продукт пить, у меня основная задача была это, чтобы прошли боли в спине. У меня неправильно там развит позвонок, да, в поясничном отделе, и поэтому меня боли постоянно беспокоили, особенно после рождения детей. И вот я на продукт пришла именно с этой целью. Но когда устранялась вот эта вот моя боль, да, то со временем пришло бонусом минус 14 килограмм лишнего веса. Я вообще Сколько месяцев очень скинула люблю. 14 килограмм? Да. За Так, сколько месяцев? Туяра, я тебя плохо слышу. О, за сколько месяцев получилось скинуть лишние килограммы? Ну, у меня как бы килограммы уходили постепенно, причем даже суть не в самих килограммах, а в том, что у меня объемы просто уходили. Я теряла объемы. Килограммы у меня, ну, где-то я за первый месяц, наверное, всего 2, что ли, килограмма скинула. И потом вот постепенно, и через 6 месяцев уже там 10 килограмм. И вот сейчас вот уже за 1,5 года в общей совокупности у меня 14 килограмм вот ушло. Ну, в объемах я вот сдулась просто. Все говорят, что я стала более такая маленькая, миниатюрненькая. Хотя со школы, да, вот кто меня знает, я всегда, мне казалось, что такая большая. Если на физкультуре нас выстраивали, то я всегда стояла первая. Ну, я всегда была такой крупной достаточно. Сейчас я вот просто себя даже не узнаю. Как-то летом, по-моему, что ли, нашла шорты, которые носила в 9 классе, и вот сейчас я могу себе позволить влезть в эти шорты. Так что, ребята, девчата, продукт классный. Ну, люди думают, что это продукты только для похудения. Нет, это не продукт для похудения. Нет. Я говорю, что я получила вот этот результат. Ну, нисколько... Я себе вообще не ставила цель, чтобы похудеть, потому что я всегда считала, что я, ну, и так красотка при своих объемах, потому что в силу того, что я высокая, да, у меня особо вот не было вот этой полноты видно. Ну, как бы платьишко нормальное оденешь, которое может там скрыть, да, подчеркнуть фигурку, и, в принципе, это нормально. Просто продукт, я говорю еще раз, это не для похудения. Продукт, прежде всего, направлен на то, чтобы правильно функционировали все наши внутренние органы. То есть организм, получая правильное питание, клеточки наши, да, получая правильное питание, восстанавливаются, и наш организм благодаря этому, ну, приходит в норму. Все вот процессы восстанавливаются, и, соответственно, мы получаем хорошие результаты. Вероника, как узнали про продукт? Как узнали? Ваша история знакомства с компанией?
Ну, история моя. Ольга Руса меня познакомила с этим продуктом. Она меня просто включила в свою группу, ну вот как мы обычно создаем, да, чаты первой линии, да, и куда кидаем информацию. Я тоже вот в такой чат попала к Ольге, а мы с Ольгой одноклассницы, и мне мозгов, спасибо, хватило, да, чтобы не уйти сразу из этой группы, потому что я наблюдала полгода за Ольгой, за ее семьей, за другими результатами, за девчатами, да, я наблюдала полгода, и когда я увидела их результат, я думаю, вот ничего себе, классно, они там худеют, красивые становятся, еще и зарабатывают на этом. И поэтому я тоже позвонила Ольге и говорю, давай, я тоже хочу. Так, ну вон, Оля, привет, я тебя вижу, да. Девчонки, привет, Наташа, привет всем. Ну вот как-то так вот попала. Ну, у меня тоже интересно началось, когда я приехала в офис к нам вот в Улан-Удэ, ну, чтобы послушать маркетинговый план. Жигалма Владимировна пока мне объясняла маркетинговый план, а я машину припарковала не там, где нужно, под знаком. И у меня, пока я слушала маркетинговый план, у меня машину мою конфисковали на штрафстоянку. Ну, вот так вот началось мое знакомство с компанией. Я... Да. Да, вот через трудности, через какие-то приходится приходить, вот, ну, у всех по-разному, да, вот путь лежит. У меня вот такой интересный случай. Поэтому я никогда не забуду, когда я познакомилась с нашими продуктами, с нашей компанией. Вот так. Да, Оля. Вселенная меня точно проверяла на стойкость. Она и до сих пор проверяет, по всей видимости, меня на стойкость. Ну, я это воспринимаю уже совсем иначе, благодаря тому, что вот мы ходим в академию, да, вот что смотрим тренинги Андрея Артуровича, и мышление абсолютно иначе вот воспринимает все вот эти вот случаи сейчас, да. Раньше вот если со мной что-то происходило такое, ну, машину, да, на штрафстоянку, о, я бы вообще там в уныние упала, не знаю, да я и на тот момент, я вообще стрессовала, вот Ольга не даст соврать, я помню, что стою, меня вот так всю колбасит, трясет, и я еще на тот момент курила, я стою и не могу зажечь зажигалку, представляешь? Да, меняем мышление. Я стою, и на тот момент я думала, что сигареты, они успокаивают нервы, и что вот я сейчас покурю, успокоюсь. Вот такое вот было бедное мышление. А сейчас, конечно, я... Да, я бросила курить. Причем я бросила курить после тренинга в Улан-Удэ. Андрей Артурович к нам приезжал, проводил у нас в Улан-Удэ тренинг, и после этого тренинга я где-то через неделю бросила курить. Вот, начала потреблять капсулы Elevate, ходить в академию, я говорю, начало меняться мышление, и поэтому мир совсем другими глазами уже вот начала воспринимать. И благодаря вот этим вот знаниям, которые мы там получаем, да, что вот сейчас не происходит, я всегда говорю, все происходит к лучшему. Что-то не получается, ну и хорошо, нужно отпустить, и это к лучшему. Вселенная тебе даст еще больше. Угу. Вот в 10 дней у вас такой пост есть, пост откровения, да? Да. Вы, благодаря нашей академии вышли с долгой вот какой-то депрессии, пишите. Да. До этого я работала в банке, и у меня были очень натянутые отношения с моей непосредственной начальницей, как бы, и, знаете, она была вот перфекционистом, да, вот таким вот скрупулезным человеком, всегда,
может быть, кто работал с такими людьми, он и поймет, да, то, что это такие люди, вот, которым нужно, чтобы все было правильно и все идеально. Если бумажка, то она должна лежать ровненько. Если вторая бумажка, то она должна лежать вот именно так же, как и эта бумажка. Ну, а я по своей сути немножко, ну, такой творческий человек, да, и для меня вот этот вот порядок, он, ну, как бы не является основным. Но я, конечно, понимаю, что, может быть, это и хорошо, так и должно быть, да. Но у нас вот того, что она постоянно требовала, да, с меня все время говорила, это неправильно, ты это неправильно сделала. Да, ну, в общем, я скатилась до такого состояния, что я перестала верить в себя, в свои силы. Ну, грубо говоря, моя самооценка скатилась до плинтуса и даже ниже. И, ну, вот, соответственно, депрессия, да, постоянно. Знаете, это как вот дом, семья, работа и больше ничего не надо. Приходи, как выжатый лимон. Хотя я не скажу, что у меня работа достаточно сложная, там, да, какая-то требует физической нагрузки. Нет, я работаю в отделе кадров, и ну, вот, ну, не знаю, такого потока текучки в банке-то нет, по сути, да, работа у меня была на самом деле спокойная, но на тот момент мое бедное мышление не позволяло мне это все переосмыслить. Я вот сейчас вот анализировала, да, то свое состояние, возможно, если бы я находилась тогда, как в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, возможно, было бы все иначе. Возможно, мы бы даже нашли с моей начальницей какой-то компромисс, какой-то основную идею, да, и взаимопонимание, возможно, было бы у нас. Но вот на тот момент мое бедное мышление, оно не позволяло мне этого сделать. И поэтому я ушла в глубокую депрессию, вот стрессовала, я срывалась, на детях срывалась, на муже срывалась. Ну, достаточно так было очень сложно. Ну, за эти 1,5 года я все равно как-то вот вышла из этого состояния и стала на мир смотреть совершенно другими глазами, более эмоционально, что ли. Вот если идет дождик, я этому радуюсь. Снег, да, завалил машину, не могу выехать, тоже этому радуюсь. Ну, значит, так и должно быть. Попала в пробку где-нибудь, да, ну, говорю спасибо, что я попала в пробку, значит, где-то вот Всевышнему, ну, нужно так. Поэтому, а раньше, вот, конечно, это было совсем, ну, совсем другая я была, скажем так. И, может быть, и жизнь у меня такая вот была, что я всегда говорила, ой, если я к чему-нибудь прикоснусь, то обязательно это сломается. Там дома холодильник помою, это сломается, что-нибудь там еще сделаю, да, это сломается. Это, знаешь, это все-таки внутри меня вот эти вот установки были. И сейчас вот я как бы вышла и прорабатываю их, и благодарю Всевышнего, что я вот оказалась здесь, в нашей команде. В академии. Угу. Так, Да, Оль, еще, спасибо. Я... ну, Ольга пишет, Вероника очень поменялась внешне. Угу. У вас фотографии до, после тоже, ну, как сказать, шокирующие, да? Шокирующий результат у вас. Ага. Ну, мои фотографии тоже очень как-то это... Люди... Да, Я сама да. этого. Угу. Это от того, что мы были как бедные, жили с бедным мышлением, да? Ужас. Да, точно. Кушали, что хотели, да, и поэтому, соответственно, такие у нас вот формы были. Я, конечно, тоже была в шоке, когда увидела твои результаты, да, до и после. Я думаю, вообще, и вот когда мы встречались в Иркутске, ну, совсем другая, совершенно другая, мне кажется. Вообще. А как вам тренинг нашего президента в Иркутске?
Я вообще обожаю тренинги Андрея Артуровича. Ну, я стараюсь как можно больше почерпнуть, да, из каждого тренинга. И мне кажется, что каждый вот тренинг, он ну, что-то вот новое добавляет в мое сознание, да, что-то вот как переосмысливаешь, что ли, больше. Ну, я люблю, ну, я не знаю, как твое вот мнение. Ну, я вот многое черпаю из того, что дает Андрей Артурович. А, Раньше, вот вообще в любой сфере даже это так, да, в сфере семьи, да, в сфере финансов, здоровья, очень много таких классных нюансов, инсайтов, да, нам дает Андрей Артурович. И, возможно, люди, которые первый раз, придя на этот тренинг, они его не понимают, они его не слышат. Возможно, я тоже первый раз, когда пришла, да, до меня не сразу дошло, вот что нужно делать, как это нужно делать. Но я вот до сих пор учусь, слушаю, да, переслушиваю вот некоторые тренинги, которые были и год назад, и 2 года назад. И я все равно учусь каждый день. Мгм. Мгм. Все большие вот эти ну, бизнес-тренеры, тренеры, вот бизнесмены, да, большие, они все, оказывается, говорят, что у вас должен быть наставник, учитель. Мгм. Мгм. Все так говорят, оказывается. Мы этого не знали. Мы думали, что мы самые умные, да, с коронами жили. Да, я полностью с тобой согласна. Каждый из нас, да, даже я там, ну, я не знаю, вот мне 39 лет, да, исполнилось. Конечно, живя 39 лет, я думала, я чего-то достигла, у меня там диплом, да, какой-то опыт, ну, в тех же в кадрах, да, 14 лет, я думала, я все знаю, все умею, но действительно, когда вот оглядываешься, смотришь на это, а чего я знаю, то чего я умею? Да нифига не умею, нифига не знаю. Так что учиться нужно, конечно, у лучших. А Мгм. лучшие это люди практики. Учиться нужно у практиков, которые уже смогли чего-то достичь, которые посвятили обучению гораздо больше, да, чем мы, которые уже имеют какой-то статус, деньги, да, могут позволить себе многое чего. Действительно, не имея, ну, как бы говорят, что там, типа, деньги это не главное, да, но с другой стороны, как не главное это? Разве, будучи бедным, ты можешь помочь большому количеству людей? Конечно же, нет, да? Даже не в том плане, что там идти и раздавать эти деньги, да, на улице, а вот в плане того, чтобы организовать, снять те же залы, да, чтобы до людей донести информацию, вот как делает Андрей Артурович на своих, ну, турне, да, с топ-лидерами. Они же приезжают вот в каждый город, снимают залы, все за свой счет, с людей никто не берет ни копейки, да, как вот в других компаниях, в сетевых, да, других компаниях, там вход на любое мероприятие стоит какую-то копеечку, да, то в Академии «Успех вместе», когда наши топ-лидеры приезжают и проводят для нас, это все бесплатно. Поэтому это здорово, что мы находимся сейчас здесь, и у нас есть такой шанс обучаться бесплатно. Поэтому, друзья, кто нас видит сегодня в прямом эфире, пожалуйста, обратите на это внимание, что обучение у нас бесплатное. И как раз сегодня в 17:00 Москвы, да, Андрей Артурович проведет тренинг. Вы можете по ссылке зайти у меня в профиле, либо у Таяры в профиле. Ссылочки есть на Академию «Успех вместе». Так что будем рады, если вы присоединитесь в нашу дружную компанию, да? А Вероника, как вы думаете, сейчас вот интернет-бизнес на первый план выходит или как? Будущее есть за интернет-бизнес?
Конечно, конечно, есть. Я считаю, это даже вообще безоговорочно. Тем более вот кризис, который сейчас, да, пандемия, самоизоляция, это в очередной раз доказало, что именно за интернетом наше будущее, роботизация, да, вот сейчас во всех сферах деятельности, во многих сферах, в том же банке, да, очень большие сокращения, потому что все переходит на автоматизацию. То есть уже такого количества людей, которые там 20-30 лет назад требовались для осуществления каких-то бизнес-процессов, да, уже не требуются. Эти бизнес-процессы вполне могут заменить роботы, да, ну в каком плане? Правильно программку настроил, вот тебе и компьютеризация. Даже вот в моей части, да, так как я уже говорила, что я в отделе кадров, да, работаю, уже даже трудовые книжки не требуются. То есть это нам, как, да, нам, как работникам, вот с июля месяца уже идет отмена вот этих бумажных трудовых книжек, теперь это будет все электронно, и это все по желанию, конечно, сотрудника, да. Но тем не менее, вот посмотрите, чем это обличает. И у меня вот опаска, да, что когда-то моя профессия, когда-нибудь моя профессия, она изживет себя. Потому что сейчас вот в документообороте уже многие документы, они просто ну, исчезли, да, уже не требуется там часть каких-то приказов заполнять, да, как это вот делалось раньше, вести какие-то определенные журналы или еще что-то, это есть все в электронном виде. То есть вполне вот сейчас я удаленно могу вести, ну, совершенно с другого города, да, скажем, кадровое дело производства где-нибудь в Якутии, в Чите или еще где-нибудь, да, в Новосибирске, я вполне спокойно могу вести кадровое дело производства, потому что процессы автоматизированы. Достаточно только определенную вот установить программу, да, работодателю, и все. Поэтому еще лет 20, я так думаю, что профессия кадровика, она изживет себя. И поэтому я сейчас активно развиваю интернет-предпринимательство, чтобы обеспечить себе потом достойное будущее, в случае, если моя профессия канет в лето. Так что вот. Спасибо тебе, Вероника, за уделенное время, за очень подробную Благодарю. информацию, за открытость, за душевность. Мне очень понравилось. Спасибо большое, что приняла мое приглашение. Вы меня тоже приглашайте в свои эфиры. Хорошо, в следующий раз, Яра, я тебя приглашаю к себе, да, прямой эфир будем проводить, мы с тобой обсудим, когда, во сколько встретимся. Хорошо, мне было очень приятно тебя увидеть, ты вообще умничка такая, прям молодец, я вот смотрю на тебя и радуюсь твоим результатам, вообще классно, да? Когда мы вот можем общаться совершенно из разных городов, мы даже вот проводим встречи онлайн совершенно из разных стран, да, вот с Италией мы общались недавно, с Натальей. Поэтому это здорово, и вот этот вот бизнес, за ним как раз-таки будущее. Так что все, кто еще сомневается, стоит или не стоит, сейчас это самое время входить, разбираться именно в интернет-предпринимательстве. Большое спасибо тебе за то, что приняла меня в гости. Благодарю тебя, Яра. Очень рада была. Спасибо большое. Еще раз благодарю, Веронику. Вот так работаем через интернет. Очень помогает нам в работе вот эти соцсети. Ну, в частности, у меня Инстаграм. Надо разобраться, учиться, развиваться, быть в академии, быть с нами. Сегодня у нас будет тренинг от Андрея Артуровича Шаурова, нашего президента Академии «Успех вместе» в 17:00 Москвы. Ссылка в профиле есть, или будут вопросы по продукту,
Пишите в директ, контакты, все есть в профиле. Всем спасибо за внимание, за комментарии, за лайки. Будем здоровы и счастливы. Спасибо.